Всех приветствую! Сегодня мы с вами разоблачим фейковый ролик. Само видео носит провокационный характер. С помощью манипуляции была вырвана ситуация из-под контекста. В нем показана сцена, на котором некий человек выступает за трибуной, и после его речи сцена рушится. Взгляните же сами на данное видео и описание одного из пользователей социальной сети Facebook. अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान स्तासु को द्रुन इस्तेमाल की हर करे वायोगीता. Но достоверно ли это видео и его описание, изложенное этим пользователем? Что же на самом деле происходило на этой сцене? Давайте же разберем это. Уважаемые зрители, если вы хотите поддержать нашу работу, то подписывайтесь на наш Patreon. Мы продолжаем. Взяв один из кадров на видео, мы нашли первоисточник информации. Дело было в Пешаваре, штате Пакистана. Проводилась встреча исламистской политической партии Джаамат и Ислами. Лидеры обращались к своим сторонникам по поводу решения проблем, стоящих в обществе. Как сообщается в статье, сцена рухла из-за присутствия большего количества людей, чем ее фактическая вместимость. Что же на самом деле говорится в ролике? Мы расшифровываем каждое слово оратора, получаем текст, дословный перевод которого лидер партии, лидер нации Ислам, вице-президент Союза Маджила Пакистан Амир Джамал Ислами Пакистан. То есть мы видим, что он просто перечислял имена, и никакого текста, похожего на описание к видео, не упоминается. Такого рода видео порождают паранойю и дезинформацию. Имея довольно сенсационный заголовок, подобные фейковые ролики вызывают бурную реакцию и множество откликов. Но они имеют тяжелые последствия. К примеру, во время предвыборных кампаний в Америке в 2016 году распространилась фейк-новость. В ней говорится, что в местной пиццерии имеются туннели и секретные комнаты, в которых удерживаются дети, а во главе за этим стоит Хиллари Клинтон. Это заставило 28-летнего мужчину отправиться в Вашингтон, в данную пиццерию, со штурмовой винтовкой, чтобы убедиться в правдивости этой новости. А в Мексике разъяренная толпа сожгла двух мужчин, которых подозревали в похищении детей, по слухам WhatsApp. Слухи же оказались фейковыми. Здесь вы видите всю опасность сложных новостей и видео, каким тяжелым последствиям они могут привести. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь, и в первую очередь сами воспринимаете. Всегда проверяйте, кто и что стоит за источником информации. Относитесь критически к каждым постам, чтобы уберечь себя и близких от лишней паники. С вами была Айке Бишекеева. До следующих выпусков. Thank you.